Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях. Сотрудничество в сфере культуры важно для дальнейшего укрепления отношений. Председатель правительства провел встречу с делегацией Чеченской Республики. Рассмотрение в парламенте законопроекта об иностранных агентах как официальный повод. В Тбилиси продолжаются беспорядки. Пять грузовых машин для осетинских бойцов. В зону спецоперации направлена очередная партия гуманитарного груза. Новые достижения воспитанников детской и юношеской спортивной школы бокса. Двое спортсменов заняли призовые места на всероссийских соревнованиях «Юность России». Сегодня председатель правительства Константин Джусоев принял гостей из Чеченской Республики. В составе делегации первый заместитель министра культуры Марет Байсарова, помощник министра культуры Милана Зубайраева и еще один представитель Министерства культуры Якуб Малаев. Гости выразили надежду, что отношения между республиками будут крепнуть и развиваться. Константин Джусоев поблагодарил гостей за приезд. Он отметил, что сотрудничество в сфере культуры – это важно для дальнейшего укрепления дружеских и братских отношений между чеченцами и осетинами. Хотелось бы слова благодарности в адрес руководства Чеченской Республики за организацию вот этих замечательного праздника и чеченской культуры. Также в адрес Министерства культуры за развитие межрегиональных отношений между нашими республиками. Я думаю, что мост между нашими республиками уже положен, и с каждым визитом он будет становиться все крепче. Будем рады вас видеть еще раз у нас в республике. В составе делегации первый замминистра культуры Чечни Марет Байсарова. Она поблагодарила осетинский народ за гостеприимство, подчеркнув, что без преувеличения чувствует себя как дома. В Чеченской Республике также планируют провести аналогичные культурные мероприятия, и там будут рады видеть гостей из Южной Осетии, добавила Байсарова. В Чеченской Республике, в городе Гроза, на Дне культуры Южной Осетии. Мы будем рады вас всех приглашать. С Чеченской Республикой у Южной Осетии давние теплые отношения. Братские народы взаимодействуют не только в сфере культуры. Гости выразили надежду, что эти отношения будут крепнуть и развиваться. Несомненно, обмен опытом между Чеченской Республикой и Республикой Южная Осетия начался еще задолго до нашего приезда. Представители вашей республики, как культурной делегации, так и спортивной делегации в Чеченской Республике были и не раз принимали участие в различных мероприятиях и показывали очень хорошие результаты, с гордо поднятой головой возвращались к домой Южную Осетию. Министр культуры Рада Дзагоева подчеркнула, что несмотря на простое сегодняшнее время для Российской Федерации, частью которой является Чеченская Республика, культура продолжает жить и развиваться. С Чеченской Республикой у Южной Осетии давние и теплые взаимоотношения. Я знаю, что в Чечне есть и заслуженные артисты Южной Осетии, и у нас есть заслуженные артисты Чеченской Республики. Поэтому будем, наверное, развивать, укреплять наши культурные связи еще больше. В рамках встречи председатель правительства вручил гостям памятные подарки. Далее участники встречи направились к мемориалу защитникам Отечества, где прошла церемония возложения цветов. Агунда Губозова, Алим Бетеев. Информационный выпуск сегодня. В столице начались Дни культуры Чеченской Республики. В первый день в рамках запланированных мероприятий Государственный русский драматический театр Чечни представил на суд югостинского зрителя спектакль «Белла» по мотивам романа Михаила Лермонтова. Постановка имеет успех. 2 года с ним знакомятся театралы России и Северного Кавказа. Яна Плиева продолжит тему. Дни чеченской культуры в Южной Осетии открыл Государственный русский драматический театр спектаклем «Белла». Перед началом спектакля гостей поприветствовала министр культуры Рада Дзагоева. Эта дружба, проверенная временем и очень разными обстоятельствами. Чеченская Республика, представители ее армии
были в числе тех, кто пришел к нам на помощь в 2008 году. Батальон «Восток» принимал самое активное участие в принуждении грузинского агрессора к миру. Мы это помним и мы это ценим. Так ценим и искреннее желание к культурному сотрудничеству. От имени министра культуры Чеченской Республики Айшат Кадыровой был зачитан приветственный адрес. С большим трепетом сегодня мы находимся на этой прекрасной земле наших братьев осетин. Гордимся и ценим многовековые узы дружбы между чеченскими и осетинскими народами. В целях расширения сотрудничества между культурными ведомствами Южной Осетии и Чеченской Республики мы представим насыщенную культурную программу, которая расскажет о моей родной Чечне. От всей души желаю вам и всем жителям Южной Осетии мира, счастья. Идея поставить спектакль «Было» Михаила Лермонтова принадлежит Айшат Кадыровой. Несколько лет назад, увидев на сцене постановку российского режиссера Юрия Еремина на сцене Моссовета, она пригласила его в Грозный. С тех пор на сцене Государственного русского драматического театра Чеченской Республики ставят спектакли русских классиков. После этого спектакля у нас появился и «Ревизор» спектакль, очень необычный, тоже питерский режиссер поставил, очень необычный спектакль. У нас есть такой спектакль «Старший сын» Вампилова, тоже очень воспринимается очень хорошо. То есть вот мы сейчас в основном... Да, очень удачный опыт, он последовал за собой очень хорошие спектакли, много-много. Диалоги и последовательность событий в спектакле выстроены в строгом соответствии с книжной версией. Одной из самых сложных и ярких стала роль Максима Максимыча. Его играет заслуженный артист Чеченской Республики Ахмед Хамзатов. Лошадь Казбича упала, он побежал по дороге, и тут мы заметили, что он на руках несет женщину. Это была Белла. Он что-то прокричал, занес кинжал, мне бить было нельзя, я выстрелил. Последняя сцена, занавес и бурные овации театралов. Под нестихающие аплодисменты восторженных зрителей артисты снова и снова возвращались на поклон. Яна Плиева, Арнольд Харебов. Информационный выпуск «Сегодня». Оперативная обстановка на юго-осетино-грузинском участке государственной границы стабильная, сообщает Комитет государственной безопасности республики. В целях своевременного выявления и локализации угроз безопасности КГБ через имеющиеся возможности в непрерывном режиме отслеживает развитие внутриполитической ситуации в Грузии. Комитет государственной безопасности информирует о том, что в настоящее время оперативная обстановка на юго-осетино-грузинском участке государственной границы республики остается стабильной. Тенденции к ее эскалации не фиксируются. Митинги в Тбилиси продолжаются. Законопроект об иностранных агентах теперь служит только поводом. Это объясняется тем, что политические силы внутри Грузии, которые выступают за открытие Грузии второго фронта против России, находятся на денежном содержании США и других западных стран. За каждый призыв и публикации в социальных сетях они получают от своих кураторов плату. В случае вступления закона в силу произойдет их разоблачение. А Запад открытие второго фронта против России хочет преподнести как желание самого грузинского народа. В Южной Осетии внимательно следят за событиями в Грузии. Демарш прозападной оппозиции. В Тбилиси продолжаются беспорядки. Официально поводом для митинга стало рассмотрение в парламенте законопроекта об иноагентах. И хотя депутаты проголосовали против во втором чтении, митингующим не дают разойтись. Оно и понятно. Спонсоры единого национального движения, то есть США, не дадут правительству Гарибашвили проводить более-менее взвешенную и адекватную политику. То, что сейчас происходит в Грузии, это на самом деле все происходящее имеет внешний источник. И те опубликованные записи переговоров активистов грузинской оппозиции, они указывают на то, что они откровенно признаются, что получили зеленый свет от некоторых центров. И кто является этим центром, тоже для кого не секрет, санкцию на проведение подобного рода агрессивных акций грузинская радикальная оппозиция получила от Соединенных Штатов. Цели грузинской оппозиции ясны как никогда. Свержение правительства Гарибашвили, освобождение Саакашвили, досрочные выборы как следствие максимального обострения отношений с Россией. В свою очередь, активисты сегодняшних событий яркими выходками подтверждают свои давние намерения. Вот так, под многотысячные вопли и фанатичные выкрики в Тбилиси сжигали российский флаг.
Речь идет о том, чтобы оказать достаточно серьезное влияние, давление на грузинские власти, добиться смены правительства и смены целого ряда руководящих кадров и таким образом вновь вернуть Грузию в ситуацию внешнего управления. Когда, грузинские власти могли по указке из-за океана устраивать очередные вооруженные провокации. В Южной Осетии внимательно следят за событиями в Грузии. Глава югостинской дипломатии в телефонном разговоре с абхазским коллегой обсудили ситуацию в Грузии, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства. Стороны выразили обеспокоенность нагнетанием напряженности и возможной дестабилизации обстановки, чреватыми нежелательными последствиями в регионе Южного Кавказа. Джоев и Ардземба были едины во мнении о необходимости пристального внимания к событиям и координации совместных действий по нивелированию возможных угроз для Южной Осетии и Абхазии. Была подчеркнута роль Российской Федерации как гаранта мира и безопасности в регионе. Попытка Грузии ввязаться во все эти процессы, которые происходят на Украине, гарантированно закончится для Грузии трагедией, полным разрушением государственности и в целом превратит эту республику в полигон. Другое дело, что западные страны, конечно же, не для того вкладывали миллиарды долларов в Грузию, чтобы сейчас отпустить ее такое свободное правление, мол, живите, торгуйте и извлекайте выгоду из создавшихся геополитических ситуаций. Им нужно, чтобы Грузия вновь, как прежде, по команде вписалась в нужный сценарий. Очевидно, что Соединенные Штаты пытаются максимально расшатать и того сложную ситуацию. Уже не раз звучали мнения и заявления об открытии второго фронта. Вот и сейчас митингующие сканировали Сухум и Схимвал, снова открыто угрожая и заявляя о своей пресловутой территориальной целостности. Ситуация сейчас другая, и никто не будет смотреть, когда Грузия несколько лет в свое время активно готовилась к вооруженной агрессии. Поэтому я думаю, что во взаимодействии с Российской Федерацией Южная Осетия и Абхазия будут предпринимать все необходимые меры, чтобы гарантировать безопасность своего населения от возможных провокаций. Герой Абхазии, бывший министр внутренних дел Аслан Кубахия прокомментировал звучавшие на акции выкрики радикалов «Сухуми, Сухуми». Почти 30 лет мы слышим от них «на Сухуми, на Сухуми». Также они на митинге в 1989 году решали судьбу Абхазии. Старшее поколение прекрасно помнит, чем закончился их оголтелый национализм. Надеюсь, что у грузин есть достаточное число разумных людей, которые в очередной раз не будут себя и нас испытывать. Независимо от того, как будут развиваться события, удастся ли грузинским радикалам вновь прийти к власти или все ограничится митингами, в Грузии должны понимать, что ситуация в Закавказье отличается от того, что было перед войной августа 2008 года. У России, Абхазии, Южной Осетии создан единый контур безопасности, и он позволяет своевременно и оперативно реагировать на все угрозы. В США не могут смириться с тем, что в ходе специальной военной операции Россия успешно решает поставленные задачи и пытаются путем дестабилизации обстановки в Грузии создать еще одну горячую точку. Зараса Кузаева, Сармат Гузитаев, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. Чрезвычайный полномочный посол Республики Южная Осетия в Российской Федерации Знаур Гасиев встретился с послом Сирийской Арабской Республики в России Башаром Джаафари. На встрече обсуждались вопросы политического, экономического и культурного сотрудничества Южной Осетии и Сирии, сообщает пресс-служба югостинского дипведомства. Знаур Гасиев выразил благодарность народу и руководству Сирии за дружбу и теплые отношения. Башар Джаафари, в свою очередь, отметил, что признание Южной Осетии Сирией продиктовано не только соблюдением международного права, но и уважением к народу Республики Южная Осетия в борьбе за свою независимость. Сирийский посол передал слова благодарности народу Южной Осетии за поддержку в трудное время и с удовольствием принял приглашение посетить республику в ближайшее время. В республике в кратчайшие сроки собраны предметы первой необходимости для поддержки пострадавших в результате землетрясений в Турции и Сирии. Акция продолжается, сообщил нашей съемочной группе помощник президента Алан Плиев. Сбор ведется по поручению главы государства. Принять участие в благом деле могут все желающие. Репортаж Стейлы Бязровой.
Сбор гуманитарной помощи продолжается. Жители республики отозвались и массово присоединились к сбору, говорит помощник президента Алан Плиев. Весь мир объединился и поддержал пострадавших в результате землетрясений в Турции и Сирии. Не остались в стороне и граждане Южной Осетии. Жители Южной Осетии с большим пониманием отнеслись к данной акции, за что от имени руководства от себя лично хочу их искренне поблагодарить. В ближайшее время мы отправим данный груз в Сирию и Турцию. Надеюсь, что наша небольшая лепта хоть немного облегчит участь пострадавших в землетрясении жителей Турции и Сирии. В сжатые сроки были собраны предметы первой необходимости, бытовые принадлежности, медикаменты, детское питание. По словам Плиева, активно ведется и сбор денежных средств. Для пострадавших от землетрясения Сирии и Турции собран значительный объем гуманитарной помощи, который в основном включает в себя предметы первой необходимости, а также денежный сбор, который на сегодняшний день превышает более 400 тысяч рублей. Сбор гуманитарной помощи проходит по поручению главы государства Алана Гаглоева. Пункт открыт в здании Комитета по молодежной политике и спорту. На сегодняшний день сбор гуманитарной помощи продолжается. Желающие оказать посильную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии жителям могут приносить необходимые вещи в Комитет по молодежной политике и спорту ежедневно в рабочие часы. Ежедневно с 9 утра до 5 часов вечера ответственные по сбору гумпомощи находятся на месте, разбирают вещи и сортируют их. Чаще всего граждане приносят детские вещи, питание и средства гигиены. Прямо с первого же дня люди стали подходить, спрашивать сначала, что приносить. И мы как-то определились тоже с определенным списком, что актуальнее, наверное. Приносят по-разному, одежду приносят. И люди очень так отнеслись к этому сердобольно, ответственно. В акции участвуют не только отдельные граждане. Многие организации и ведомства решили оказать совместную помощь. Кроме того, фиксируются данные граждан, которые принимают участие в сборе гуманитарных грузов. Стелла Бязарова, Заур Остаев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. В зону проведения специальной военной операции направлены 5 грузовых машин гуманитарной помощи для осетинских бойцов, сообщил на пресс-конференции депутат парламента Северной Осетии Дзамбулат Тедеев. Он отметил, что после объявления президентом Российской Федерации о начале спецоперации первое СВО поддержала команда сборной России по вольной борьбе. Подробности далее. 5 грузовых машин для осетинских бойцов. В зону спецоперации была направлена очередная партия гуманитарного груза, сообщил на пресс-конференции в пресс-центре «Спутник» депутат парламента Северной Осетии Дзамбулат Тедеев. Бойцы получили генераторы, квадрокоптеры, продукты питания и предметы первой необходимости. Ребята наши связались с ребятами, которые воюют сейчас в Донбассе, спросили то, что необходимо. И список сделали, там наименований было около 30 наименований. Дзамбулат Тедеев добавил, что они встретились с бойцами батальонов «Алания», «Шторм» и военнослужащими 58-й армии, дислоцированной в Южной Осетии. Заехали мы в спецподразделение «Алания», там встретились с нашими ребятами, с нашими бойцами, переночевали там, они нас ужином накормили, утром встали в 8 часов. Поехали в 4-ю базу 58-й армии на лесополосу, где они практически живут. С ними посидели, передали им тоже гуманитарную помощь. Надо поддерживать ребят, которые сегодня на Донбассе защищают интересы России и Южной Осетии. Все они успешно выполняют поставленные перед ними боевые задачи, сказал Тедеев. Ребята передали всем жителям Южной Осетии, кто морально поддерживает, тоже, чтобы мы вам передали большое спасибо. Они ощущают эту поддержку. И каждый, кто сегодня там находится, можно сказать, что они не за себя находятся, а и за нас, за всех. Осетинский народ объединился и всецело поддерживает ребят, которые сегодня на передовой. Регулярно в зону СВО из Южной Осетии направляется гуманитарная помощь. Яна Плива, Регина Черткоева, Рауль Гочев. Информационный выпуск сегодня.
Очередные достижения воспитанников детско-юношеской спортивной школы бокса. На всероссийских соревнованиях «Юность России» среди юниоров двое подопечных школы заняли призовые места. Артуру Кочеву и Александру Тибилову удалось завоевать серебряные медали среди 430 достойных соперников. А это очень хороший показатель подготовки спортсменов. Zarna fachar este safet jog sorina vait hades de молодежь de jog ход хлкут dus таминут да шазахс de молодежь там Zarnis висту подхут tu хайна дуахал тавахту Тибилов Александр дуахал явно рамбелта с преимуществом на лица бахту технически нагаута Кочева дуахал дар банамайнкут нагдаунта фалайца карума абукскут старший шатама хастесте Пятый, шестой, А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. По республике переменная облачность. В Заурском районе днем плюс 15, ночью 4 градуса тепла. В Цавском районе днем плюс 12, ночью плюс 4. В городе Квайса днем плюс 10, ночью 3 градуса тепла. В Ленигорском районе днем плюс 16, ночью 4 градуса с плюсовой отметкой. В столице республики в Цхинвале днем 15 градусов тепла, ночью плюс 6. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джиоева. Желаю вам всего доброго и хороших выходных.